парашютные. Uyuşu dadat kaşki tabrana, sana şulduru kulunat mana. Vol ilim güret, bana ilerdet, koyun şevlibem. Тюбене выхап, шалдар земщине, и шалдар курак, ты шумыне. Там же живы зем, увещу ты зем, или грекен зем. Эбер сана, теле крегура, шаджи кашира. Эзе мана, ошоны далан, хытта джуптаван. Сархимель бурсан, шопчик юлазан, пирен через зем, чиделели зем. Эсмана савзан, пулышку стрми, шамала неман, пулеши вьюхи. Толпаге районинде, Пужаялинде журналда, Халюда школда веренит, Гудушка скрати. Настя Сапугаева. Епсуна пайдалашу. Бирен, чыгаш шамбыргзен, саваретне керегензем. Безежак күберегензе, валем Пужашлы Пужабанде. Унда керемет юбиде курну. Бір найбір ларцаға барды те, Халюда малда юман бурте. Юманы жузаган екен, баян бұқымырда. А ебір лартына юба ларачка. Шамында бір чываштыла ят сен жинат бар. Вот Иран, Настя ол чываштыла ят жинат, пинер бей ят жинат жоқ. Видите, ят. Нушқа сравнение қамлада, видим баттыр үзейді. Тогда берем беберлі ғағында Лидия Сарине, поэтесса Петиласова, Глазабаджа, анжата берем, тогда Шамрак поэтессізінде бұр, Шам жутра, залғалар әт бол, чываш тілігі факультетінде верелет, біріміш құсыра, бұл сериятлы, Иран, оның яде бұлар, салам бей. Тарғашын ол серия бірегізі болаза башын. Игесі болаза парады пекежді юрады үшінжен. Анзыртраны герджі дура, шура юр бірджі. Анзыртраны спылзадыдын манчыре хужи. Табашланжы, чермелері читлі халықне. Манчыре хыдаха манчы, хушры жунатне. Пирваи юрге бір бұлжы шпирін туемзем. Шержинже бір самбачы чиделі илізем. Еп шунат хуштавы жетім. Эс ялан бірле. Хевелье вірепші жетім. Юраду бірі. Күндірла ене бұшлари юри ирілме. Тен шутлари бұл хевелі хыдыра хіртме. Есті малданақ калары ножызым ақсем. Кайрантинен ланза идем. Суя жеш візем. Умбек пулате тірбулзасын яланақ. Анжақшап бір заман, мін мауын бек кіскежі, чубас чехышын эскай засынақ. Хырадыр, тен мана пажақты ежін мастын әзім. Онда Ульянов, Илья Николаевич Ульянов, ядерный Чуваш Паршалов университете. Онда шулдан шул черлес специалистем ужаще. Хожал берег.
Шенебрене жүлінде, шулайында. Шагынбек, специализациясында біренме студентсен ұшқынызіне ергелене. Чуваш шелгибе литературе, үлгневи литература эжі, вишімі документоведение, тватымы журналистика, пилігімі музейба архив эжі, ултымы библиография источниковедение, шитчемі фольклористика, вот курдыр, біле берінде. Саккылмы ютчылге керек ағылжанчылге, туркычылге, ondan toxurmışı, bilimli kulturun teoriyi başvuru gezine mağaza kestirip duracak var. Bunda ben burada böyle sistemler açmam. Batı zemleden koca hakkında bunu insan taşlanan insan sinirsince. Sire şulatan sirin tağır bulçar, emrejen burun bulçar, Şakınbek yavan kise sürece, başpane halsene savundarmalar bular. Hadi bak. Да, вот короче. Куда мы Зембур? Не при поводе. Я перешли не заметила. Специально ударно, да, Жакна? Ага. А кому нет? Изи жүрек бірақ, А мы нет было? Таганок. Таган. Чувака Таган, вышла Таганок. Только бәрі шөлі немеді. Жүрек. Только кызым бар жамастып. Это хитрее кулза. Среду вышло и вот ялда. Казалмас, ша. Девидизни жираши? Ширажи? Шераши. Ой, битва, компьютер қап. Ото мам видео жоқ, девидик наш. Казалмас көп. Казалман не пер жапла. Шагынбек кастырмай жагана. Мен жүхрі хагалар акырым, пір девид. Көрмей келмейді. А не скапыр, не? Burada ikisinde. Kabartma burada bu. Böyle. Дима, ты идешь, да? Камера жал. Тоқсандар түрді тұсан қайтыр. Где бар мына? Камын заседжи. Ксения жүк куда? Не рин что. Дима, Ксения камера. Автобус пойдет, все немножко кирдичи. Мор пинде только жер, тогрым были пошел датчивался. Намадан гондан демен, бит шузаган бас. Кундай туманчы. Bunun için bir bilgi de var. Doğru birlik yapıyorlar. Takım batırmak. Birlik. Onun için bunda bilgiçe biların neyim şey yaltı. Bu bolza da koştuğu bolza da bizim bir kalaşa men bolza iri bitsaymır. Para şulde çanda gümanıya durumu kastamı. Para farkı bile değil. Var mı bir? Çünkü Allah içinde kalın kompütürün için. Ne bu bir man. Bunlar diyor ben.
Дима Мадурован Ашы. Да, Мадуров. Чапнул Павла скульптор. Дима сказал забратным, с кем Павла извини, да. Это символ солнца. Это вот Символ солнца, вообще это символ оси мира, древа жизни. И... Связь с небом и землей. Ну да, как бы здесь проходит ось, после которых здесь обитают духи предков. Вот именно связано с Волжской Болгарией. То есть, почему вот Шамиль создал вот это вот все? Раньше татары сюда не ходили, сюда ходили чуваши. Из Сибири, из Оренбурга, из Башкирии приезжали. Здесь вот, татар здесь не было. Но когда Шамиль понял, что они же хотели себя привязать к польским болгарам, к этому великому государству, а как привяжешь, если они не могут учитывать государственность? Это государственное святилище Волжской Болгарии было главное. Валем, кстати, еще может означать это самый верховный. Вот. И, значит, поэтому он распорядился вот это все построить. И вот и татары стали сюда ездить. Те, кто решили, что все-таки те татары, которые считают, что они все-таки потомки болгар, а не тех татар, которые монголы пригнали сюда, кыпчаков этих. Вот. Поэтому вот здесь это все есть. Ну, посреди этого, видите, все равно стоит наш столб чувашский. И ходят тоже из окрестных сел наши. Мы сегодня будем, если принимать имя, это значит, мы принимаем имя перед духами наших предков, приморскими булгарами. Вот сейчас Валем Хуйжашил Гузиберги, я перенедал уже талавник кемшулда, чего скуда булзан. Пер чувашсем гимите, возень ади тирляди незем, куда не шубачу мазигилиги. Вара унда пер бадажим бурче, вчера итца бildим, менде блин калса бар, мелле бузаган начал. Между Валем Хуйжашил Гузиберги. Вот вара шамбе калан чего, шаган элегавал, шаган де полгар вагадинде. Твады тень синни, тубушта дейдило, тавлашны дейд. Кунда хер полгар батшалагинде, каран адалны земен терлеши тензем, талмауштаны. Энергия хамырының де тен, тварсын полгардың тене. Каран христианство да тенлебустаныгында, ислам да келіне. Казарзем урлы иудаизм да гында кыстабылын болны. Вот бол полный бумами, анжақ қала бенде, вот интерес, қаласа барат. Бізден құшынде көне еверлі тавлажу, тубужу, құлыны. Күшті не лайықтара, күшті суйлаз едінелі. Вот барай бір теншінник алат едінге мантуры шамбек қуатылы. Бұл кирлі бұлзан шу барынде күнда шәлі дұзағыма бұлдар әттесін. Епрек алат едінге мантуры шамбек асты кирлі бұлзан бір. Барай валем құжайынге, валем қалары дейдінге. Еп шу барынде шәлде думастып, ұлбекі едінге думастып, от шағында қалеп хамын падақпа шабадыпты, шап бұрындан бара шыл тапмауышлайды. Шыл өміріне де сүнмес тезе. Бара жынақты шабад. Берсем шу барынжа хелдуманы пәлмес деп, анжақты валем құжайын шау құжай қалге тапса қарай. Біздерде қалазабадыш бір құтырана дейді, түшпіш теміскер кезейінде, мұда дұрышына кезе бір құтыра, қаларыш бульдозер бады, бұлы дечен бекке, қаран бульдозер бадана, базабықны дейді, күлбірек қол тапса дұқны. Кунда bir malda bir şuraya başlanacak niye? Tahırınmış şulda, paramutut kilze kunda, tahırın bir şulda, kumbek men şu küçülde bizim. Benim kunda şeremçi kunda vurundu galık. Paylarını çunda galıbır, per vizigun tudar zeyn gileçiş. Tada vizigun çuvaşsem, tada per gün vurusem. Şimdi galık yiyek mendunu bol. Yergele zabunla şey yapalım. Girişmez, kargaşmazdır. Paylaman. Kalde cevap bulası. Ну, чалыгын икке мыштеп кулы. Бирре мыштеп кула галыбырын деп полгар дейбир, юнажар сывар, иги кула везем, пиде вейладан загаще, пер котра ханеверле жакушинде оморду буштан загать, полгар да укша кларать, сывар да укша кларать. Бара везем шак адлы гринден шалара кумдать бажак шене кулады загураше, пүлер. Волынде шабы котра Европара, тогда Азия вот Европа чыныбек ол тип узы хула булны. Азия дима галат нрамбызтар хула. Да. В Европе не было равных этому городу, а в Азии только два города были крупнее его, Мерв и Герат в Афганистане находившиеся. И вот все эти три города монголы вырезали. Белярск, Мерв и Герат. Все население. Но не все. Белярску повезло больше других, потому что они как сказать, они сколько здесь, 30 дней, по-моему, держались, или 45 дней держали 300-тысячное войско монголов. Плюс там ведь это не просто войско 300-тысячное, это еще
обоз, прочее, там, куча лошадей, табуны. То есть это было от горизонта до горизонта войска шли, монгольские. Их пропустили башкиры через Урал реку, через булгарские заставы там. Они как бы переметнулись на их сторону. И поэтому они прямиком на Беляр сюда ударили. И 45 дней они не могли взять этот город, такие огромные войска. И потом, значит, через ворота, когда уже защитники видели, что больше не удержать этот город, 15-тысячные войска под предводительством Алтенпика, они вышли из ворот, уничтожили 3 монгольских армии и ушли в сторону Чувашии туда. И Алтенпик похоронен в Карабе-Шамурше там у нас. И по этому делу даже целый поэм существует. Вот, а с этой Керемети, потом, когда здесь монголы, местное население, раз они сопротивлялись, они вырезали здесь полностью всех убивали. Те, кто, значит, не сдавался, кто сдавался, тех их тоже вооружали, уже гнали впереди свои войска, уже завоевывать следующие народы. Вот с 1208 года по 1236 год Чингисхан еще, потом его Бату-хан мечтали завоевать это место. У них все не получалось, каждый год штурмовали. Когда им удалось, уже за 5 лет они захватили весь остальной мир, там, до Испании дошли. Уже их практически ничто не сдерживало. Единственное, на Руси, единственное, там город Козельск, там сколько там, считается, говорят, 7 недель продержался. Ну, не знаю. Или 7 дней. 7 дней, да. 7 дней продержался. Злой город его назвали. Это, но учтите, что здесь, на этой территории, не было таких укрепленных городов, как в Волжской Болгарии. Ни один русский город не стоит рядом по укреплениям, по масштабам укрепления с городами Волжской Болгарии. Это совершенно другой уровень. Было 300-тысячные войска русских ополченцев на Калке. Вот. После этого он повернул сюда, на княжество Сувар. В Ульяновской области он там пересек реку, его там разгромили. И он тогда еще удивился, что его латы, его рыцари и воинов пробивают стрелы булгар. Было совершенно другое. У булгар уже тогда существовали арбалеты, самострелы. В Европе их еще и тогда не было. Арбалеты изобрели в Китае в 3 веке до нашей эры. Вот. То есть это было очень действительно могущественное государство с высоким вооружением. Они разгромили, очень позорно разгромили Субэдэ, Чингисхана. И после этого Чингисхан не выиграл уже ни одной битвы, умер. Так и Субэдэ опозорен ушел. Потому что за каждого там воина, там, наверное, рассказывали, по барану там дали. А за предводителя по 10 баранов. Каждый воин барана стоит на самом деле. Вот так вот они это показали. Этих баранов они тут же принесли в жертву, и там же на поле съели, просто солдаты да пошли. Вот. Ну, то есть, вот такой великий был город. И с этой Керемети у нас есть вот напротив Ильинки тоже Амаксарская Керемет, или Белярская Керемет, или Амату еще называют. Она тоже называется Белярская, потому что отсюда жрецы ушли туда и перенесли там, говорят, по преданию чугунного козла, прочее, и он там хранился. И поэтому и войско Амака тоже отсюда ушло и там поселилось, какое-то время там жило. Потом они перешли на правобережье. То есть вот, ну, такие прямые связи у нас с этим местом у чувашев наблюдаются. После того, как монголы захватили это, они ушли туда, Европу завоевывать. В принципе, часть болгар пошла уже с монголами. Они, есть описание даже, как они сражались, там немцев громили, прочих этих рыцарей. Они завоевали эти все земли, разгромили все европейские города. Ну, там умер Бату-хан, прочее, они вернулись, и уже войска были обескровлены. В это время булгары снова подняли восстание здесь. Перебили всех монгол-татар, снова их изгнали в 1242 году. И вот монголы уже опять сюда пришли, опять сосредоточились и добили уже все остальные сопротивляющиеся остатки. Дальше здесь Белярск уже стал как бы мертвым городом, здесь уже никто не жил. Какое-то небольшое монголо-татарское поселение возникло где-то на окраине Белярска, небольшое, существовало какое-то время и все. А жизнь уже вот перетекла в Булгар. В Булгаре там уже столица Улуса-Джучи стала, Золотой Орды. Вот. И, значит, потом уже Казань еще позже образовалась, как столичный город. Наверное. Ну, керемет пергемен галамаланде. Керемет пергенде тарлерен галашы, галабыр нумажик не галашы, узал вырын, унда шүреме юрамас кезе. Ну, онде кыстан келет, хайваден зейбер саварзем ислам динне ежылмаздар. Уйрул загай нүктезензен. Хамыр делай ргене парагасмар дезе, перене затезем савар хулинде булдым врчер. Шаб гулана парак сагайны, шубашкары енилеринде веде зувар дене. Вот шубазан
пиде хитрый хулана, хозяин ашамыш сен вильды призене, шурдизене прахсагайше, урых халық тенне ежинма придези. Нумай вот кушенге берче вашсен бурунда хамыры тенбе, кайран сагынде перемеш педер выгодинде кайран уйрумах иккемеш кедерне патша выгодинде. Унда политика ганде чуваш сене, тогда пива халық сене, вырыслатмалла, тогда вырыслатмалла чин малданах тене, христиан тене урлан. Мараунда хузанда решение участия в земле, духовное управление, из хозяин епархии была. Но тенегр десенде бире иги майба, перемет педи или деше, тогда саламат подах деше. Самах майга лазан кам тенегене, дезене он чтебана пилитен 5 рублей по-моему, да? Там вообще целая система была указов тогда. Ну, расскажите вот, более подробно. Там как историк Лайхтар. Ну, христианство у чуваш существовало и раньше, у сулар, у болгар, там, оно и в 500-е годы впервые принимали, монофизитского толка у нас было и раньше. Вот. Просто оно как бы, ну, не выжили, прочие исчезли, они как бы деградировали сам собой. И православие, как христианство, они поначалу, когда как бы они смотрели на эти земли как на колониальные земли. Вот, когда аргентинцы захватили остров Пасхи, например, там, они первые два строения было церковь и тюрьма. В Чебоксарах первые два русских строения тоже церковь и тюрьма вот на горе, там, на Ярилином холме стоят. То есть, ну, вот это колониальная политика типичная. Но тогда считалось, что христианство, оно только для русских. То есть, есть в Ветхом Завете, в принципе, слова, что гои, не евреи, в лоно Авраамова не попадут в рай. То есть, сколько бы они ни молились, все равно в рай они не попадут. Это как бы для них религия. Потом в православии это тоже эта идея развивалась. Иоанн Кронштадтский об этом писал, что инородцы нам нужны только для поддержания как бы благолепия церкви и все. Вот. И эта идея тогда вот внедрялась везде. Инородцы, они не считались как бы христианами и прочими, и все, то есть как бы своими людьми. У нас в Чебоксарах даже стояла церковь. В 1662 году построена, по-моему, или 68-м, называлась «Покрова Божией Матери» в честь, во имя Петра и Февронии Муромских, в честь изгнания луговых чувашей и черемисей из Чебоксары. То есть, когда пугачевцев разгромили, построили эту церковь в честь того, что всех чувашей и марийцев выселили вообще из города за 100 верст. И это сделали чисто русским городом и церковь построили. То есть, христианство, оно никакой как бы нам отношения не имело абсолютно в те времена. Наоборот, противостояло нам. А потом Петр I уже понял, что такой политикой дальше нельзя народу осваивать они обособляются. И поэтому пошла другая политика, христианизация, уже насильственного. Была дана задача все эти народы полностью сделать православными. И пошла целая серия указов. Самые первые указы были какие? Вот о насильственном крещении народов Поволжья. Следующий указ был, один из первых указов был, значит, все преступники освобождались от любого вида преступления, если он крестился. Следующий указ там был, значит, освобождались там от всех видов налогов, уплат на несколько лет. Кто отказывался креститься, наоборот, отнимали земли, ссылали куда. Ну, люди загнали, а в церковь они все равно не ходят. Если в церковь не пошел, первые там неделю и 5 имен наказывали, второй в холодную сажали, третий уже в Сибирь ссылали. Те, кто отказывался креститься, значит, молодежь вместо крещенных забирали в армию на 25 лет. А в армии были при Петре I такие законы. Если войско стоит, все крестятся. Если кто не крестился, расстрел на месте. Все. То есть деваться было некуда абсолютно. И поэтому народ начал бежать с этих земель в Сибирь, прочие, Башкирии. Вот пошло великое такое переселение чуваши дальше. Но им давали как бы там землю, они переселялись туда, а уже там стояла церковь готовая, вот на этих землях. Они, вот как Неверкино село в Башкирии, они приехали, там уже церковь стоит на их земле. Они сожгли эту церковь, их там, конечно, наказали за это, прочее, они переселились, по-моему, в другое место они там. Ну, вот, Турцию шли? Нет, там они те живут еще там. Живут, из Турции ушли даже. Вот это была такая колониальная политика.